В историческом парке «Россия. Моя история» в рамках юбилейных мероприятий, посвященных столетию образования Якутской АССР, состоялось торжественное открытие уникальной мультимедийно-предметной выставки «Современная история Якутии». Церемония прошла в очном формате, при этом была доступна онлайн-трансляция. В торжественном открытии выставки принял участие заместитель председателя правительства республики Сергей Местников. Он отметил, что открытие уникальной экспозиции именно в юбилейный год является очень символичным и оценил креативность подачи информационного контента. Считаю, что, безусловно, это будет подарком к столетнему юбилею якутской автономии. И вот сегодня мы смотрим плоды, очень приятно, результат труда многих людей, историков, и экспертов, и специалистов в сфере IT-технологии. Авторы подошли очень креативно, предоставляя при этом возможность познания истории Якутии через интерактивные технологии и музейный экспонат. И во-вторых, предоставляется возможность на выбор каждому посетителю прослушать историю на двух государственных языках, на русском и на якутском языке. Это очень примечательно, и поэтому я приглашаю всех жителей и посетителей посещать выставку «История современной Якутии», познать и узнать много интересного здесь можно. Выставка расположена в 8 залах и разделена на 7 периодов истории Якутии с конца XIX века до революции 1917 года, годы гражданской войны, времена новой экономической политики и коллективизации, годы Второй мировой войны, промышленности в послевоенное время, развитие аграрной промышленности и новая история Якутии с 1992 года по сегодняшний день. Здесь применены очень оригинальные дизайнерские решения, художественное оформление, обработка всех текстов, материалов. То есть то, что мы здесь видим, все это, конечно же, обработано с участием наших специалистов и привлеченных специалистов тоже. В первую очередь это наши коллеги, учреждения культуры, это Национальный архив, это Национальный центр аудиовизуального наследия, это музеи нашей республики, муниципальные музеи, наше сообщество коллекционеров Якутии. Так что это венец такого совместного творчества очень многих людей. Научная основа выставки – более 350 статей, подготовлена специалистами и историками Института гуманитарных исследований проблем малочисленных народов Севера, Сибирского отделения Академии наук России и Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. В этой выставке принимали участие профессиональные историки из Института гуманитарных исследований Северо-Восточного федерального университета. И при этом, конечно, постарались как можно более объективно показать историю Якутии XX века. Для всех создателей было очень сложно подготовить материалы в новом формате. Были определенные требования, какого размера должен быть текст, какими должны быть фотографии, какого качества. Было довольно сложно, но очень интересно работать над материалами для этой выставки. Мне кажется, что выставка достаточно доступна. Тексты создавались таким понятным, простым языком. Очень много иллюстративного материала, поэтому, мне кажется, выставка будет интересна всем. Но у нас, к сожалению, не очень хорошо историю Якутии знают, не всегда преподается в школах, в университете, поэтому надеюсь, что для посетителей выставки будет много таких белых пятен, очень интересных фактов из истории Якутии. Я занималась историей революции и гражданской войны. Период революции и гражданской войны был очень сложным, и экономическая ситуация была сложной. Очень интересным фактом являются, например, винные деньги. Начала 20-х годов, когда Якутия какое-то время даже была отрезана от остальной части страны, у нас в качестве денег использовались вот эти винные этикетки, да, этикетки от вина, и, в принципе, выживали сами, поэтому такой опыт, конечно, был. И вот тех каких-то интересных моментов дискуссионных, которые есть в истории нашей Якутии, как раз эта выставка вот позволит нашим посетителям, я думаю, вот эти пробелы восполнить. В экспозиции использованы редкие и уникальные материалы, более 2300 фотографий, архивных документов и видеофильмов. Большинство материалов представлены широкой публике впервые. В этом проекте мы полагались на поддержку Министерства культуры и духовного развития, нашего министра Юрия Степановича Куприянова и правительства республики в лице Местникова Сергея Васильевича. В прошлом году нам получилось их
помощью предусмотреть в бюджете небольшую сумму для того, чтобы этот проект был осуществлен. Здесь имеются уникальные фильмы, которые никто еще не видел. Есть фильмы, которые мы взяли из архива, но тоже, которые практически широкой общественности не были доступны. При подготовке национальной вещательной компании «Саха-фильма» к столетию ЯСР были найдены в федеральных фондах. Там присутствует живой образ Максима Кировича Аммосова, Степана Аржакова и других деятелей, которые стояли у истоков, что очень ценно. Мы здесь даже используем такие вот интересные вставки, скажем, в контент. Здесь можно услышать живую речь Гаврила Иосифовича Черяева и также разные видеоматериалы. Здесь впервые разработан виртуальный гид, который в каждом зале встречает посетителей, говорит на якутском, на русском языке и говорит обобщенную информацию, преподносит о том периоде эпохи. Есть информация о тех перспективах, задачах, которые перед нами стоят. И это вот как раз вот этот мост, который символ нашего дальнейшего развития, который был в помыслах наших руководителей еще 100 лет назад. И вот сегодня мы ощущаем уже дыхание этого моста. Историческая, географическая и документальная подлинность является основой выставки «Современная Якутия». Как раз очень показано, начиная вот с 16-го года, да, экспозиции, и дальше, вот особенно 30-е годы, как раз вот экспедицию Обручева, открытие золотоносности Якутии, это на северо-востоке, а Алданское Нагорье, юг Якутии, это было еще раньше открыто, и как раз в экспозиции представлены вот эти материалы, о том, как начиналась добыча золота, потом, как началась добыча алмазов. Есть вот прям палаточный городок, фотография, тот городок, который был на месте нынешнего Мирного. Вообще выставка, сам музей, он же интерактивный, поэтому вот он как раз отвечает всем современным, как говорится, требованиям. И данная экспозиция тоже, очень много виртуальных вещей, которые будут интересны всем желающим, начиная от самого маленького возраста, как говорится, и до студентов, и вообще для взрослых людей. Цель музея же как раз зародить, посадить, как говорят, зерно, в данном случае не раздора, а наоборот зерно знания, чтобы оно уже взросло в самом человеке. Исторический парк «Россия. Моя история» объявляет весеннюю акцию «Трек-трансляция». Теперь вы можете провести в парке прямые эфиры через конференц-связь. Конференции, семинары, лекции или свое мероприятие с помощью интернета. Заявки принимаются по телефону 8, код города Якутска 41 12 31 86 72. Или пишите на электронную почту исторического парка «Россия. Моя история». Исторический парк «Россия. Моя история» Якутии ждет своих посетителей. Мультимедийная выставка «Современная Якутия» – результат творчества якутских ученых и работников культуры, исторической науки, музейного и архивного дела, современных IT-технологий в визуализации истории Якутии. Хрестоматийный, аудиовизуальный, исторический, современный и выставочный показ, созданный в первую очередь для молодого поколения в изучении истории Якутии. Во-первых, безусловно, мы примем решение о том, чтобы Министерство образования нашей республики, о том, чтобы управление образования не только города Якутска, но и наших улусов организовывали походы детей в этот музей. Это нужно, необходимо делать. Чем больше мы охватим, тем будет больше результат. Ведь мы всегда организуем музей не ради обустройства помещения, а ради для того, чтобы дети и молодежь познали историю. Что касается подачи, то эта форма подачи путем использования мультимедийных технологий, цифровых технологий, она будет развиваться и в будущем. Мы уже сегодня приняли решение о создании нескольких таких проектов, мультимедийных проектов, в которых будет рассказываться история Якутии
и которые будут применяться с 1 сентября, с началом учебного будущего года в школах нашей республики. Исторический парк «Россия. Моя история» в Якутии не останавливается в своем творчестве. 27 апреля откроется мультимедийная выставка «Путь Элляя» мэтра якутской режиссуры Андрея Борисова и Министерства культуры Якутии. Благодаря своей площади более 1000 квадратных метров в парке одновременно работают несколько выставок и экспозиций. Проходят экскурсии и квесты. Каждые выходные дни идут увлекательные мероприятия для детей и взрослых. Справки по телефону 8 411 240 35 97 или по адресу город Якутск, улица Уткина, 5. Исторический парк Якутии «Россия. Моя история» ждет вас. Познай свою историю в мультимедийном формате.